Всем привет, дорогие друзья! Видите, сегодня я в дороге. Съездили в Каткросс. У меня проблемы с зубом были, да. Съездил, записывался заранее. Ну, это уже вторая попытка у меня, так-то если в июне съездил, что-то неудачно, врач как раз на больничный, оказывается, вышел, а меня записали, я просто пустую тогда съездил. Сегодня вот съездили, все, зуб вылечил, как говорится, но там еще, конечно, осталось еще 2 зуба еще надо вылечить, но тоже врач опять выходит в отпуск и сказали в конце августа уже потом. И собрались мы сегодня еще от Каткросса, там, что там проехать-то, 40 километров или 50, сколько? Дядя Вань, сколько? 40-50? Ну, где-то 40. Он дядя Вань, где-то сзади Маша. Маша, покажись, привет скажи. Сегодня, видите, Маша не за рулем дядя Вань. Сидим, едем, короче говоря, едем в Сыктывкар. Вот. Ну, да, может там заглянем еще дочь, ну там по делам и съездим. Кое-что надо закупить, может что там вкусненького гостинца в деревню привезем. А еще по пути еще может заглянем там к дочке, к Насте. И как раз еще взять в отпуск, так, может тоже дома застанем. Едем, друзья. Вот такая дорога, довольно-таки неплохая. Асфальт хороший, но мелькают деревья, тут уже кладбище начинается городской. Вот. Ну что, там уже потом, скоро уже будем подъезжать к Сыктывкару, это уже Затон у нас начинается, пригород Сыктывкара, поселок Краснозатонский. Как? Можно сказать, что это уже Сыктывкар. Трясется все, стабилизатора нету. Магазин такой, Империя Вин. Ну летом, да, летом тоже сам город красивый, потому что все зелено. И дороги более-менее такие отремонтированные здесь. Местечко лесозавод, да? Дядя Ваня? Местечко лесозавод. Давно уже, как говорится, в Сыктывкаре не был. Наверное, с прошлой короны-то и не приезжал еще сюда, да? С прошлого года, да? Да. С коронавирусом, когда привезли и отвезли обратно. Вот. Проехался и все. Так-то я здесь, в Тукаре, подолгу-то и не жил, наверное, учился. Сколько там? 3 месяца, наверное, учился. До САВ, когда учились на водителя. Во время СССР было такое общество, добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту, по-моему, вот так расшифровывается. И учили, чтобы в армию там с правами уже были, там профессию давали водитель и радиотелеграфист, по-моему. Ну, я выбрал водителя, а оказалось все наоборот. В армию призвали и меня там переучили на радиотелеграфиста. Вот так. Вот такие дома еще есть, старые. Там вон церковь виднеется. Просто снимать очень неудобно. Если бы Маша, конечно, взяла камеру, вообще бы четко было. Подъезжаем вот к этим коптовым базам сейчас. И немножко закупимся там фруктами, овощами. Вот тут столько всего. Столько всего продают везде, на каждом углу. Арбузов этих. Ой, трясучка такая. Заполнили арбузами. Тут еще лужа есть в такую жару. Как же без лужи в России? В России без лужи нельзя. Маша вон немножко закупается, пускай закупается. Вот такие арбузы здесь. Фруктов море. Море. Какие хочешь. Сейчас Маша закупится, а потом уже там поснимаем, что она возьмет. Потому что там многие стесняются кое-что. Постоянно у них, как бы постоянно берем у них. Тут везде вот так-то вот везде тут фрукты, там овощи, сады. Вон, даже написано там фруктовый рай везде. А мы здесь закупаемся, что как постоянные покупатели. Ну что, друзья, закупились мы. Купили на гостинце арбуз, дыня, там еще что-то. Я не знаю, что там Маша взяла. Так, после скажу, цены посмотрю, и после сейчас пока поснимаю по городу, там как буду ехать, немножко по катушке поснимаю. А то я до этого я поснимал, как сюда ехали, и оказывается видео, ну, зависло, и ролик не заснят, получился не заснят. Но мы уже сейчас тоже будем, ну, не по центру выехать. Вот первый раз-то прокатились мы по центру. Так, едем, это у нас Октябрьский проспект. Сейчас выехали с оптовых баз, там база находится на Чкалова. И вот этот у нас, сейчас едем по Октябрьскому проспекту. Как раз так попали, что почти пустой. А вот особенно здесь очень, ну, машин много так-то. Может, кому интересно, а может, кому, ну, кто-то был давным-давно здесь, в Коми у нас. Например, Ирма с Германии, я думаю, будет интересно сыктывкар посмотреть. Вот. За рулем дядя Ваня. Сзади там Маша сидит. Командир, А? командир, Командир, не командир, но поснимаем немножко, что получится. Побольше машин стало.
Так, по центру не получится выехать, потому что там везде дороги закрыты. Говорит, дядя Ваня, там ремонт, да ремонт. И будем выезжать уже по окраине, так сказать, города. Но съездим потом до Насти. Вот. А сейчас пока едем, здесь город поснимаю, пускай так будет. Пока камеру не буду на себя разворачивать. Погода замечательная, друзья. И даже вот без кондиционера, если выключаем кондиционер, в машине очень жарко. Ну вот как видите, там вот есть еще деревянные дома. Ну, деревянных домов много. Город небольшой так-то. Видите там. Но в последнее время очень много застраиваться новыми домами, новые кварталы, новостройки. Сейчас будем поворачивать с этого Октябрьского проспекта на улицу Катаева. Улица имени Катаева. Ух ты, солнце. Вот. Вот такая тенистая улочка, улица не очень большая. В молодости здесь очень много времени проводил. Здесь общежитие, там кооперативное, медицинское, там еще какие-то общежития. И по молодости здесь как бы тропинка была. Хаживали по подругам, по знакомым. Но здесь много деревянных. Вот в этой стране много деревянных домов. Видите? Вот этот деревянный дом. Здесь вот. Это все идет под снос, скорее всего, уже. Вот эти дома все, наверное, уже обращены под снос. Но еще, они живут, в них живут как-то. Ой, блин, без стабилизатора вообще плохо снимать. Видите, вся улица почти вот деревянные дома, такие двухэтажные деревянные дома старой планировки. Вот. Тут тоже сеть магазинов «Магнит». Дальше там общежитие. Здесь у нас училище, Сыктывкарско-экономический колледж. Раньше при мне было училище. На повара там, по-моему, учили еще, я не знаю, на что даже учили там еще. Но я здесь жил, вот в этом общежитии, потому что сестра там у меня жила, я жил. Вот. Ну а дальше потом мы будем уже сворачивать на, как бы, не по центру будем ехать. Ой, я пропустил гарнизон. Тут еще у нас, друзья, гарнизон. Наверное, пропустил я. Гарнизон пропустил. А какие войска у нас, дядя Ваня, здесь? Не знаешь? Гарнизон-то есть, я не знаю, какие войска тут служат. Не надо. А?
Внутренние? Я не знаю, может кто-то служил в Сыктывкаре, а вдруг попадется, кто служил в Сыктывкаре. Скажут там, какие войска. Дальше, вот это уже улица Морозова у нас будет. А мы сворачиваем, как бы вообще, за пределы. Такая объездная дорога. Потому что там дальше ремонт идет, и дядя Ваня говорит, я не поеду туда. И получается, что Сыктывкар толком не удалось заснять. Едем дальше, друзья. Но уже тут как бы объездная уже город. Вот я поснимал, когда заезжали, просто оказывается камера зависла. Что-то я не смотрю. Оказывается, камера зависла. Ну, немножко скажу, за какие цены я вот, например, немножко про цены расскажу. Например, арбуз мы купили по 25 рублей килограмм. Я не знаю, потом это вот дорого, недорого, но 25 рублей килограмм арбуз. Дыня вот 70 рублей килограмм. Яблоки 80 рублей килограмм. 80. Вот. И потом там еще... Что ты, Маша, купила там на гостинице? Абрикос. Персик, да. Персик. Персик нектарин, ну, говорит, цены уже не запомнила. Я вот тут на листочке написал. Ну, обычный арбуз. Арбуз обычно так-то дешевеет до где-то рубля 13, потому что сейчас... А сейчас почему-то он еще дорогой. 25 рублей. Обычно в прошлый год еще в это время где-то рублей 13, 15, 13 вот так стоит. Даже 9 было когда-то. А сейчас почему-то 25 рублей. Но тоже, думаю, еще не подешевело почему-то. Наверное, вот еще немножко побудь, время надо пройти, наверное, ну, недели, может, через 2 это все упадет, конечно, еще. А мы потом уже будем ехать в село, пригород тоже, Выльгард называется. И вот мы будем сворачивать в Выльгард. Вот это уже село Выльгард, друзья. Тоже пригород Сыктывкара. Тоже вот дома частные все. На горке так находится село. Едем. Ну, потом уже включусь возле Настиного дома, там поговорим немножко. Все, друзья, я добрался до Насти. Да блин. Настя вон стесняется, она немножко не хочет сниматься. Вот так. Ну, возле дома тоже стою. В общем-то, участок не очень буду снимать. Я просто вот поговорим сейчас с Настей, выпьем чаю. И у нас еще, Маша, вот гостиница. Да. Арбуз, дыня, персик и нектарин. И... О, видите братану малыша? Тимоша. Иди. Один в один, да? Тимоша. Тимоша. Это ведь не малышка. Это Тимоша. Братан. На год старше нашей малышки. О, ну что там занимается? Вот так. Ну что, дядя Ваня, идите, пейте чай. Я вас догоню потом. Вот. Я еще сюда не приезжал, друзья, вообще. Вот. А зять, говорят, оказывается, уехал. Ну, в город там по делам. Поехал. Это тоже. Ну, здесь, я смотрю, да, вон все дома новые. Вот. Вот. Вот так. А сейчас мы там ну, чай попьем, да, поедем обратно. У нас еще дорога
обратно до Нивширы, километров 170, вот так. Вот. Ну, друзья, вот такая у меня сегодня. Не думал, не гадал, что утром, когда выезжая с дома, что доберусь, ну, поехали в Каткросс, а очутился в Сыктывкаре, а потом и в селе Гуйгард. Это рядом с Сыктывкаром. Тут новостройки, все участки, как бы продают участки земельные на, ну, молодежь в основном. Сейчас очень много, тенденция такая пошла, что строятся. Благо, ну, сейчас материалы все, ну, как бы, да, дерево подорожало очень сильно, ну, и строй материала вообще, но благо, что вот сейчас вот строятся и из дерева, скажем, да, и все это есть антисептики там обрабатывают, и почти, ну, практически очень долгий срок службы в строении, не так, как раньше. Ну, например, дом вот простоял там 50 лет у нас, и уже там венцы надо нижние менять, еще что-то. Сейчас обрабатывают все делают уже по уму, так сказать. Ну что, ладно, мы здесь будем отдыхать немножко. Уезжаем уже обратно. Вот здесь, вот смотрите, сколько, блин, вот это не могу снимать, вот придется наклонять вот так. Сколько еще, это все частные дома, строятся очень много. Вот на этом участке. Очень-очень много. Дорога, правда, тут капец убитая. Дома все строятся, вон все новые дома. Но сегодня у меня съемка вообще ужасная получилась. Ужасная. На телефон. Я не думал, что я буду там немножко снимать. Камеру не взял. Вон какой дом, Маша, поснимай вот. Обработали, бревенчатый обработали, и он будет стоять 200 лет. Ничего с ним не случится. Красивый дом. Так. Немножко еще осталось потерпеть вот это. Вообще дорога. Вот. Что, а тут дороги, да, кошмар. Это не дорога, это кошмар. А вот здесь, что за вот это желтые здания? Садик, что ли? А, садик? А. Гуйгардский садик, да? Такое яркое здание, красивое. Так. Эти дома, вон кирпичные эти дома, это, наверное, еще 90-е годы, наверное, такие дома, финские дома называются, да, дядя Ваня, или нет? Вроде как они финские дома назывались, помнится. Не квадратные крыши, а эти треугольные, опасные очень они. Скоро уже там закончится это плохой участок дороги, там потом начнется нормально. Так. И мусорка вот здесь стоит. Это вот не нравится мне вот возле дороги вот эти такие мусорки такие вот. Вообще. Все красиво, а потом бац. И мусорка. Здесь уже дорога немножко получше стала. Панельный дом. Так. Это уже потом здесь центральная дорога. Никого нету, да? Центральная дорога уже.
Ну, здесь уже все нормально, уже все гладенько, чистенько. Так. Все, направляемся домой. Курс на Нившеру. Хватит, нагулялись, нагостились. И вперед домой. Это у нас налоговая, видите, с Коткроса налоговая сюда у нас перебралась. Вот это здание, которое было в кадре. Было с района все убрали. Налоговую, милицию там, ну, управление. Все перешло в Вильгард с Коткросского района. Некоторые учреждения в Усть-Кулом, вроде как. Потом вот это Вильгард, налоговая, в частности, в Вильгарде. По-моему, еще какие-то... милиция, да, МВД Коткросского района тоже перешла в Вильгардский. Ну, я бы сказал, уютненько так. Маленькая такая. О, смотри, какие дома еще красивые. Маша, кирпичные дома. Тени от деревьев. Ну, уютненько так. Села Вильгард. Привет, Илья Валерьянович. Я знаю, что вы с Вильгарда. Направо Сыктывкар впереди, вон там экран там стоит, строится. Вот расширяется Сыктывкар сейчас очень много стройки. А мы направо, вот это уже дорога приведет нас домой. Так, включимся уже потом, чуть-чуть попозже. Приближаемся к Коткросу уже. Сейчас будем его проезжать. Ну, проезжать тоже не через село, а дорога проходит мимо Коткроса, основная дорога. Вот. Сейчас будем переезжать речку. Ну, где речка, это уже река. Это Вычегда. Такая большая, широкая река. Так-то дорога хорошая, даже вообще убаюкивает даже. Есть, конечно, участки, которые, особенно там ближе к нашему селу, участки, которые, мама, не горюй, а вот здесь пока нормально все. Магазинчик такой, перекресток направо Коткрос, село Коткрос, дальше эта дорога идет в сторону Усть-Кулома, Сторожевска, Большелуга, Нившеры там, вот этого куста. Начинается заезд на мост через Вычегду. Мост. Про этот мост может рассказать много что дядя Ваня, потому что когда я маленький был еще, моста еще не было, наверное, но видите, вон там речка, я просто высоко не могу поднимать. Речка такая, ну, заснять не получается. Ну, немножко там расскажу про этот мост. Может, дядя Ваня скажет что-нибудь. Вот, ты помнишь еще, когда вот этого моста не было, дядя Вань? Через какое село? Где вы переезжали-то?
Челопезмег, там была понтонная переправа или как? Да. А в каком году построили этот мост? Вот 80-е. 80-е? 82 век, 80. Вот этого большого моста, вот сейчас что приехали, да, его не было. И люди тут недалеко от Коткироса есть село Пезмег, и там, говорит, понтонная переправа была. Но она неудобная была. Я помню, у нас в Богородске тоже вот мост, который в Богородске, дорога сейчас, нынешняя, вообще несравнимая, которая была раньше. Это ужасная дорога, я помню в детстве, целый день добирались до города. А сейчас, пожалуйста, вот такая дорога, езжай и не жужжи, как говорится. Да, дядь Вань? Ты помнишь, наверное, вот это Мущур, это вот все это? Тягал там, буксовал? Он водитель же, всю жизнь водителем работал. На 157-м буксовал? А на чем? А на нем, конечно, забуксуешь. Там вообще до кабины грязь была. Нившеру летали самолеты, а дорог не было. Дороги только были зимние. А сейчас посмотрите, едем и еще что-то недовольные иногда. Ты бываешь недовольным, дядя Ваня, или нет? Бываешь? Молчит дядя Ваня. Ладно, едем дальше, друзья. Подъезжаем к перекрестку это самое, Сторожевск. Сторожевск, направо Сторожевск, налево Большой Луг, Нившера, Богородск, прямо Учкуломский район, там дальше. И наш еще там Подтыбок, Подъезд, наш еще нашего района. Сейчас заправимся, друзья. Сойдем, вон заправочка у нас такая. Сейчас заправимся. И нам нужно обратно немножко отъехать к перекрестку. И уже потом этот куст уже Нившерский куст, как говорится. Так, подъезжаем. Сейчас цены посмотрим. Какие там заправка у нас цены. Маша пошла оплачивать заправку. Так, вон смотри, ценники там. Дизельное топливо 54,66, 95 50,62, 92 47,61. Вот такие цены топлива. Все нормально. Все. Свернули мы на наш куст, так сказать. Так, вот по знаку сейчас скажу. Сторожевска, Большой Луг 21, Богородск 38 и Нившера 64. Так. Здесь уже дорога, я вам скажу, гундыр-мундыр. И зарядка для шейного отдела позвоночника. Вот у нас деревня Зула. Деревня Зула, вот смотрите, как там вдали. Столько тоже много этих консервов. Белые тюки-то. Видели на праздники, какие там у нас тоже. Вот смотрите, какие. Ух ты! Ряд такой. Смотрите. Это все на зиму. Значит, тоже совхоз живет, совхоз дышит, совхоз дает молоко государству, мясо. Так что, друзья, живем потихоньку. Приближаемся. У нас здесь мост через реку Вишера. Видите, там Богородск село расположен справа. Это мост. Вот этого моста раньше тоже не было, ну, в моем детстве. Ездили через Троицк, деревню. Ужасная дорога тоже была.
Вот там село расположено, Богородск. В этой части в основном все новые дома, постройки. Это все новые дома. И дорогу уже не будут делать. Вот. Этот Hyundai уже нас второй раз обгоняет, дядя Вань. Так. Тоже вот здесь совхоз Богородский, колхоз. Вот тоже поля большие, тоже тюки такие беленькие стоят. К зиме готовы. Скотины тоже пока держат в нормальном количестве. Стабилизатор не взял, хотя он у меня есть теперь. Камеру не взял. Получается такое сумбурное видео, которое получилось заснять. Я так не планировалось ничего снимать, просто вот захотелось немножко поснимать. У меня телефон уже свой сел. Взял уже у Маши телефон и снимаю на Машин телефон. Я сейчас вот поснимаю, где заканчивается цивилизованная дорога. Видите, дядя Ваня разогнался. Но это, уверяю вас, ненадолго. Вот это вообще вот такой спидвей. Потому что лафа кончается быстро. Я же говорю, что дорогу вот до чуду только СССРовские времена сделали, а потом уже все. Как бы от города последние там сколько тут 20 километров, да, до Нившира осталось. И все, асфальт закончился. Грюмаирка, едем дальше. Вот так. Тут уже потом пыль столбом стоит, вот впереди машина проехала, щебень летит, вообще местам машины там днище, поддон, краска, еще что-то. И вот так. Вот такая дорога. Конечно, хочется, друзья, чтобы и до нашей деревни дошел этот асфальт, несчастных 20 километров, и никак не получается. Конечно, обидно, потому что в самом конце, как бы, я как говорил, Нивширо тупиковое село, в том плане, что дальше дороги никакой нету, дальше никаких населенных пунктов. Вот я же говорю, земля заканчивается здесь. Хотя со стороны Нивширы до Ухты там ближе, чем до Сыктывкара, если по прямиком по тайге. Там тоже дороги нету. Есть одна дорога, вот эта не асфальтированная, зимой, осенью. Зимой хорошая, летом более-менее тоже терпеть можно еще. Осенью и весной очень плохо. Видите, там пыль столбом стоит по этой грунтовке. Не дай бог там сейчас открыть окна или еще что-то, вообще ужасно, ужасно пыльно. Шумно, пыльно. Трясучка такая. Но мы уже подъезжаем, друзья, к Нившире. Сейчас будем уже заезжать. Вот такая горка. Быстрее, конечно, машинка едет, быстрее коляски, конечно, моей. Потому что на моих видео все вы видите, как я на коляске еду. У нас тоже поля такие. Вот сейчас покажу, тоже доедем до тюки, тоже много, очень много тюков заготовили. Вот смотрите, какие. Столько тюков тоже. Но это только небольшая часть, потому что на полях тоже оставлены. Здесь вот сюда, что могли, притащили, вон там тюки. Не знаю, там видно было или нет. Ферма.
Все, заезжаем в родную гавань, так сказать. В родную гавань. Зимой я часто здесь гуляю. Дяди Мишин дом с МТСовской тарелкой. Фирменный знак дяди Мишиного дома. Все. Приближаемся. Так сказать, к родному пристаню. Мост. Здесь раньше был мост. Тут сейчас не видно. Макарпост называется этот мост. Место Макарпост. Сельповский магазин. Ну все, друзья. Вот и наши два дома. Ну что, друзья, все. Доехали. Вот дядя Ваня меня будет сейчас пересаживать с Машей. Катерина там придет еще. Я буду уже забраться по своему пандусу домой. Вот так. Вот такое путешествие у меня сегодня, незапланированная съемка, так сказать. Ну что, все. Всем пока, друзья. Вот такой влог. Влог в дороге, влог из деревни в город, так сказать, у меня получился. Все. Дядя Ваня вон там подготавливает мой выход с этой машины. Все, всем пока, друзья. До новых видео.